Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему: как изменится ваша жизнь и судьба до конца этого года. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Как интересно. Очень много влияния показано, вашего влияния на других людей. Тут впору сказать, что вы измените жизнь и судьбу людей рядом с вами до конца года. Я вижу, что вас будут слушать, к вам будут прислушиваться. И вижу, что вы буквально вот как будто бы даже не по ступенькам, а на каком-то скоростном лифте поднимаетесь стремительно вверх. Растет ваш авторитет, растут ваши возможности. Вы очень быстро и уверенно становитесь лидером мнений, человеком, к которому идут за советом, человек, который влияет на обычных людей, на тех, кто вас окружает. Знаете, даже самые такие непробиваемые люди, и те будут с уважением и любопытством смотреть на вас. А те, кто в прошлом как-то вас задевал, обижал, либо потрунивал над вами, может быть, стебал, высмеивал, перед вами склоняют головы. То есть они признают, что вы личность, что вы человек как ведущий, как лидер, как наставник. Вот до такого дойдет. Я так понимаю, что вы очень много старались для других людей, что вы очень много сделали прогнозов, очень много дали хороших и правильных советов. Люди начинают получать результат, и люди не молчат об этом. Идет вот это сарафанное радио, потому что вижу вас на вершине, а вокруг вас разные люди. Люди, которые кланяются, целуют вам руку, склоняют перед вами спину. Это не значит, что они как рабы перед вами. Это значит, что они вас уважают, почитают, и вы для них источник знаний. Вы тот, кто ведет. Это тот человек, за кем я хочу пойти. И я понимаю, что если пойду за этим человеком, за вами, то все у меня будет хорошо. Сильный на самом деле знак. Особенно в семье у кого-то такое отыграется, что все ваши родственники, прям шелковые, шелковые, хорошие отношения, и слушают, и прислушиваются, и советуются по поводу и без. Да, у кого-то на работе, кстати, такая отыграется картина, когда ваша мудрость, ваши знания спасут родную фирму, либо родную организацию. Сам начальник может прийти к вам на поклон для того, чтобы с вами посоветоваться, расспросить, узнать, услышать ваш прогноз. Либо придет и скажет: спасай. Мы пропадаем, спасай, скажи, что делать. И вы, конечно же, скажете. Вы добрый человек, открытый человек. И вижу, еще привыкли как будто бы жить для других. Для вас важно не только быть счастливой, счастливым. Для вас важно, чтобы другие люди вокруг вас себя хорошо чувствовали и улыбались, а не плакали. Да, интересно, конечно. Мне идет, что вы сами собой становитесь. И та роль, которая была вам приготовлена от самого вашего момента рождения, она начинает обретать формы. То есть вы уже не сопротивляетесь, вы уже не стесняетесь, вы уже не боитесь говорить громко. И это хороший знак, это ваше будущее открывается. Вы рождены для великой миссии, ваша роль, она как главная роль, не второстепенная, не массовка, а именно главная роль. И вы к этому идете. До конца года эта тенденция, она усилится, многократно усилится. И вы уже тоже не будете против. И люди, конечно же, потянутся. Дальше. Вижу, встреча произойдет. Встреча, которую вы так долго ждали. Вы об этой встрече просто мечтали. Кто-то ежедневно мечтает об этой встрече, кто-то молится, чтобы эта встреча состоялась. И я вижу, что встреча быть. Встреча очень яркая.
И эта встреча, она как шанс, как возможность изменить всю свою дальнейшую жизнь. Опять же, понятно, что люди разные, кто-то скромный, кто-то стесняется, кто-то, ну, допустим, да, закрытый в своих чувствах и эмоциях. Вам тут совет, все, что вам есть сказать, говорите. От этого очень многое зависит. Встреча быть, вот встреча показана. Человек идет навстречу к вам, вы идете навстречу к человеку. У кого-то, может быть, даже к вам приедет человек, либо где-то на нейтральной территории вы можете встретиться. Но вот как вы эту встречу проведете, так и дальше будет. Либо вы останетесь в тесном контакте, либо вы уже разъедетесь, расстанетесь навсегда. И вы должны это знать. Все зависит от вас двоих, особенно вот от вас зависит. Потому что я вижу, что вам есть что сказать, потому что очень долго мечтали об этой встрече. Еще до конца года вы распутаете какое-то странное, спутанное что-то, как, знаете, это не клубок, а может быть какая-то запутанная ветошь. Вот что-то вы распутаете. Распутаете врагам назло, себе во благо. До какой-то правды докопаетесь. Либо вскроете такое потаенное, чего, может быть, даже не по себе будет. Кто-то скажет, ты лезешь не в свои дела, но на самом деле это ваши дела. Дела вашей семьи, дела тех людей, которые вам дороги. Но вот как докопаетесь до правды, распутаете то, что было годами спутано, принесете свет, ну и сами всю правду узнаете. Сложный какой-то момент показан. Вам будет нелегко. И еще так интересно показали, что вам никто не помогает, либо наоборот вас оттягивают, вам могут угрожать и могут вас отговаривать, что типа не лезь туда, не лезь. А вы все равно полезете и дело свое сделаете. Ну, так суждено, так оно и будет. Дальше. Вижу, в каком-то деле вы флаг поднимете. Флаг победы, флаг как результат достижения. Я это сделал, я это сделала, я этого добилась. Дело гиблое, сразу говорю, как болото какое-то топкое. Но вы человек очень упорный, и вас не запугать болотом. Вы и по болоту ходить умеете. Ну, жизнь заставила, очень много умеете. Мне идет, что вы очень талантливый человек, очень многое знаете. Сноровка, смекалка, здравый смысл, фантазия, креативность – это все про вас. И вот в самом топком месте этого болота вы поставите свой флаг победы. Да? Таки получите то, что хотели, либо добьетесь того, что другие добиться не могут. Для вас это самое главное событие до конца года. Потому что вы сами себя не подвели. Вы, скорее всего, сами себе обещали, что я это сделаю, да, я доведу до ума. И вы это сделали. У вас эта мысль прям сердце согревает. То, что вы флаг поставили, то, что победу одержали. Дальше женщина и дети, либо ребенок, может быть. Смотрите, если у вас один ребенок, то ваш ребенок в чем-то окажется самым лучшим. Ваш ребенок вас не подведет. Ваша маленькая звездочка, ваша гордость. Если у вас несколько детей, то один из ваших детей очень сильно отличится. Скорее всего, какие-то результаты, достижения, не обязательно в учебе, это может быть и спорт, и какая-то другая деятельность, активность. Но звездочка, мне идет, что звездочка. И если вы будете поддерживать своего ребенка, то эта звездочка очень высоко взойдет на небо и будет очень ярко сиять. И также вы должны знать, что ваш ребенок, как и вы, от осинки не родятся апельсинки, да? Очень много от вас взял на генетическом уровне, на уровне души очень многое взял ребенок. Больше доверяйте своему ребенку. У вашего ребенка очень сильное чутье, ну, интуиция, да. И ребенок просто понимает, что надо, что не надо, где опасно, а где безопасно. Вот больше доверия должно быть. Ну, вы сами поймете, вам тоже ваша интуиция подскажет, как правильно себя вести с ребенком. И еще до конца года какие-то цепи порвутся. Цепи, но они не на вас висели, эти цепи, а на ком-то висели цепи. Кстати, очень похоже на какой-то либо семейный треугольник, либо любовный треугольник. Тот, кто вам дорог, любим, был на цепях. И цепи были короткие, то есть человека постоянно дергали на этих коротких цепях, либо не позволяли приблизиться к вам. Я вижу, что цепи порвутся. Тут с такой силой человек дернется в вашу сторону,
либо с такой силой человека дернут от вас, что цепи порвутся, не смогут выдержать, и человек освободится. Ну, допустим, что это может быть? Возможно, ваш любимый человек очень зависим от своих родителей. Да? Родители держат на цепях. Вот в очередной раз дернут эту цепь родителей, и цепь порвется. Ваш любимый человек освободится от этого постоянного давления, вмешательства. Или если это любовный треугольник, то, возможно, человек как не свободен был, либо кто-то его тянул, может быть, даже как приворот был, либо какой-то шантаж был. И вот в очередной раз дергают, и цепь рвется, да, уже с вами будет. Никаких треугольников точно не будет. То есть Новый год у вас начнется с того, что никаких треугольников нет, и вас это не беспокоит. Вы спокойны по поводу треугольника. Вы знаете, что не повторится ситуация. Ваш дорогой, любимый, родной человек рядом с вами, а треугольники вам больше не угрожают. Еще вижу странное предложение. Там то ли человек не может объяснить, по сути, толком объяснить, да, что это за предложение, то ли вы о чем-то другом думаете и как бы не интересуетесь. А предложение, оно как рог изобилия. То есть стоит вам согласиться, и из этого рога изобилия на вас постоянно будут сыпаться всевозможные блага. Ну вот надо как-то вам не пропустить, потому что такие возможности, да, они на сломе времени происходят, да, вот когда заканчивается один сезон, наступает другой, когда заканчивается один год, наступает другой год, либо там, знаете, вот сломы должны быть, да, может цикличность какая-то, каждые 3 года такое предложение появляется, либо каждые 5 лет, у кого-то каждые 10 лет. Но это предложение, оно и справа, оно и на вашей стороне. Только проблема в том, что вы не хотите слышать, а человек, который предлагает, не может объяснить. Не может объяснить, что это за предложение и чем оно хорошо для вас. Не пропустите. Не пропустите, ко всему прислушивайтесь, находите время. Даже если в мыслях что-то другое, свое крутится, все равно слушайте, прислушивайтесь и старайтесь понять, что вам говорят, что вам предлагают. Ну вот он, рог изобилия, просто битком набитый. Если вы соглашаетесь, то на вас это все начинает сыпаться. Но только вот язык у человека какой-то как с костями, либо очень короткий, а у вас уши в другую сторону отвернуты, то есть вы не слышите. Дальше, мои хорошие, здесь 2 человека обнимаются, целуются, друг другу очень хорошие слова говорят. Ну, либо это любовь у кого-то начнется, прям, встречи, конфетно-букетный период, свидания, друг друга начнете узнавать, и так вот прям жажду друг к другу испытываете, что ни о чем другом не думаете. А у кого-то отыграется, что это взаимопонимание, дружба между людьми. Прям так сдружитесь, что за уши не оттянуть. Это хороший знак с левой стороны. То есть вот этого события вы менее всего ждете, либо это самое непрогнозируемое событие. И если даже вот сказать, с кем у вас будут отношения, вы, скорее всего, отмахнетесь и скажете: нет, такого быть не может, слишком мало времени осталось, навряд ли я с кем-то там сойдусь, у меня нет этого в планах, тем более там дружить с кем-то, у меня и так друзей хватает. Вот показали, значит будет. С левой стороны, интересно, у вас еще под этим событием, как бы 2 5 бьет. 5 — это конфликты, это неприятности, а 2 — это все-таки пара, союз. Возможно, вы с человеком, с кем сойдетесь в отношения дружеские либо любовные, сейчас в натянутых отношениях по 5. То есть, возможно, между вами конфликтная ситуация, либо у вас там что-то произошло, вы друг друга не переносите. Но 2 5 побьет, она ее просто вот сломает, по частям разломает. И люди обнимаются, люди целуются и говорят друг другу очень прекрасные, такие вот прям сердечные слова. Вот это событие мне очень нравится. Дальше. Кто-то из вас задумал нечто грандиозное, может быть, какое-то мероприятие, может быть, как празднование вы задумали, либо вы задумали какой-то стратегический план, да? Вы задумали что-то, что высшие силы считают недостойным вас, что типа это слишком мелко. И тут мне показано прямое вмешательство свыше. Сначала вы очень сильно обеспокоитесь, потому что все идет не по плану.
Но потом, когда событие все-таки состоится, вы ахнете. И вы четко будете сами для себя понимать, что это Боженька помог, да, что это ангелы помогли. Случится не так, как думали, не в таком объеме, не в таком количестве, не там, возможно, да, где загадывали. Но случится нечто гораздо лучшее от того, что вы сами себе запланировали, либо о чем мечтаете. Тут, знаете, как вам будет дано по вашим заслугам. То есть вы заслужили лучшего, да, а желаете чего-то скромного. Поэтому высшие силы такие: нет, так не пойдет. Ты достойна самого лучшего, либо ты достоин. Поэтому вмешаются, и вы свое получите. Вам очень понравится. Вот результат, вот как оно все выйдет готовеньким, да, вам очень понравится. Так, еще. Вижу, что очень много людей о вас скоро вспомнят. Больше, чем вы могли себе представить. Люди, даже вот вы не общались там на протяжении нескольких лет, либо вы только недавно познакомились, даже такие люди будут о вас вспоминать. Вот столкнетесь с тем, что вы всем нужны, всем важны. Как будто бы люди чуть ли не дерутся с друг другом, кто перетянет ваше внимание на себя. Возможно, это какие-то приглашения, вот мне идет, да, потому что все с цветами, кто-то с букетами, кто-то просто с цветочком. Вас куда-то будут звать, приглашать и чуть ли не драться будут, да, вот к кому вы пойдете, с кем вы будете находиться. Для вас это немножечко тяжело. Почему? Потому что вы не хотите отказывать, а отказывать все равно придется, потому что будут такие моменты, когда на один день назначено там 3-5 мероприятий, и как бы расстроиться нельзя, нужно выбрать что-то одно. И вам, конечно же, будет нелегко, нужно будет придумывать какие-то слова, находить понятные, адекватные объяснения. Немножко помучаетесь, я вижу, но все равно будете тронуты, что так много людей о вас помнят, и так много людей хотят с вами контактировать, желают вас видеть, рады вам, вашему присутствию. Дальше, мои хорошие, кому-то прям судьба готовит подарочек в виде беременности, зачатия беременности. Кто-то вот делает тест и с удивлением увидит там эти 2 полоски, да. Возможно, это не ваша беременность, но беременность кого-то, кто вам дорог. То есть такой вот приятный новогодний подарок мне идет. Что поменяется? Да все поменяется. Настроение поменяется, другие уже будут там заботы, мысли, ожидания. Очень здорово и позитивно повлияет беременность. Даже если, например, там в паре были конфликты, и вот женщина забеременела, то мужчина ее будет просто буквально носить на руках, пылиночки сдувать. Там еще, знаете, вообще ничего практически нет, а он уже там трепетно над ней порхает. И это так мило, это так классно влияет на отношения. Укрепит, да, это очень укрепит отношения. Дальше, мои хорошие. Под самый конец года вот мне идет, что с вас что-то будут просить. Либо вам нужно будет какие-то документы подавать, оформлять, подавать. Может, у вас даже и не просят, а откроется возможность, или вы узнаете, что открылась возможность, и вам скажут: да, надо сделать то и это, какие-то документы подать, собрать пакет документов. И у кого-то так и отыграется, что кто-то бегает по магазинам в поисках деликатесов, подарков, да, в таком новогоднем настроении, а вы бегаете по всяким организациям, учреждениям, собираете документы, собираете бумажки. Это, конечно, очень и очень необычная ситуация, но с другой стороны, я вижу, что у вас будет эйфория не меньше, чем новогодняя, потому что вы будете собирать бумажки для чего-то очень жизненно важного. То есть это, опять же, ваши шансы, ваши возможности, и вы в этом очень сильно заинтересованы. Допустим, вы стояли на очереди, чтобы куда-то переехать, да, улучшить свои жилищные условия. И тут вам говорят, что так и так, где-то там сдается дом, есть там социальные квартиры. И вы такая: да, мне это надо. Вы начинаете бегать, собирать бумажки. Может быть, это касается какой-то помощи другой. Может быть, это касается каких-то других возможностей. Вот кто-то будет бегать. Но бегать с улыбкой на лице, потому что предвкушение, что я же получу, либо что-то хорошее случится, для вас будет гораздо важнее. Так, несколько раз будут собираться люди в какой-то комнате, в помещении, за одним столом. Может быть, это по работе, да, будут собираться коллеги, там начальник будет собирать сотрудников.
Может быть, это родственники собираются, вот что-то обсуждают. Может быть, это будут соседи, которые будут собираться для того, чтобы вот, о чем-то договориться, либо решить какие-то общедомовые проблемы. Первая встреча идет прям совсем никакая, ни о чем, либо потратите время зазря и очень будете разочарованы, как люди себя либо слишком заносчиво, либо очень пассивно ведут. А вот вторая встреча, вот там будут дебаты, там будут споры, и там будет принято очень хорошее решение. Да, будут несогласные, но тем не менее решение очень хорошее, которое в целом устроит всех. Поэтому вы можете первую встречу свободно пропустить, да, ничего там не решится, просто вот либо помолчат, либо погудят. А вот вторая встреча, на ней нужно быть обязательно. 2 такие вот встречи. Еще я вижу человека, который сидит на слоне и с высоты слона спускает как руку, да, руку и предлагает вам за нее ухватиться. А вы почему-то думать будете, стоит, не стоит, надо, не надо. Но у вас практически нет времени на раздумья, потому что за вашей спиной стоят другие желающие. Возможно, это какая-то помощь, какое-то участие, предложение вот именно помочь, да, что на слоне можно проехаться. Возможно, вам предлагают прокатиться на этом слоне. Возможно, вам предлагают какие-то блага, да, материальную помощь, например, могут предлагать. Может быть, кто-то такой богатенький, зажиточный, да, будет предлагать. Слушайте, соглашайтесь, зачем вам думать? И вы ведь всегда можете отказаться. Но знаете, что конкуренты либо другие желающие буквально вам будут в затылок дышать, чтобы вы для себя понимали. А предлагать конкретно будут либо вам, либо, в принципе, вот так выйдет, что предложение начнется с вас. Кто первый согласится, тот и сливки снимет, понимаете? Скромность нужно будет оставить дома, либо себя сбросить в моменте и получить по полной, да, позволить человеку вам помочь. Это очень важно. Дальше. Какие-то подарки у вас будут. Подарки, но они как не к сроку, да, раньше времени. Вот, раньше времени будут подарены подарки. Может быть, у вас день рождения, да, в конце декабря. Вот вижу, что какие-то подарки будут подарены. Причем подарки будут подарены именно от всего сердца. И человек, который дарит, либо передает, может, человек не рядом, но вот как-то передаст вам эти подарки, очень сильно переживал, чтобы вот успеть, да, мне бы успеть подарить. Человек, приобретая эти подарки, все свое сердце вложил. И у кого-то еще отыграется, что человек буквально там последние деньги потратил. Но человеку прям совсем для вас ничего не жаль. Главное, чтобы вам понравился этот подарок. И еще мне идет, что вот подарок какой-то действительно стоящий, хороший. Вот здесь показана пчела, которая такая вот, знаете, не летающая. Она отдыхает, у нее плотное брюшко, у нее сложены крылышки, и она в состоянии покоя. То есть вы себе позволите как-то меньше работать, чувствовать себя лучше, либо у кого-то еще может отыграться, вы настолько наладите свою рабочую деятельность, что как будто бы работа сама себя делает. А у вас больше времени будет для себя, для отдыха, для каких-то других вопросов, чтобы за собой поухаживать, чтобы порелаксировать. И я вам скажу, это замечательно. Но никому не говорите об этом. Почему? Потому что люди завистливые, и люди могут вам все испортить. Могут даже, если вы на кого-то работаете, настучать, сказать, что вы там ничего не делаете и просто отдыхаете. Зачем вам эти неприятности? Лучше не надо. Там даже самые дорогие и близкие коллеги могут настучать. Вы этого добились, вы молодец, вы сумели организовать свое рабочее пространство, свою работу так, чтобы все как часики работало. Да, наслаждайтесь, отдыхайте, но никому об этом не говорите, ни с кем не делитесь, иначе все обернется против вас. Да, вы узнаете, кто крыса, но с другой стороны, вы ведь тоже себя под удар подставите. Не надо этого делать. Для мужчин важная информация. Здесь у меня мужчина на рыбе катается, а может быть, он ее пытается
из воды достать, да, он нырнул за ней, он поплыл за ней, он за нее схватился, да, теперь осталось ее вытянуть на берег. Рыба, конечно, мощная, очень мне чем-то напоминает щуку, да, вот такая прям большая речная рыба. Кто щуки, а это речные акулы. Хороший на самом деле знак, но я вам так скажу, не радуйтесь раньше времени, это первый момент. И второй момент, держите эту рыбу крепко, не только руками, но и ногами. Хотите, еще зубами в нее вцепитесь. Потому что рыба, она все-таки в своей стихии, и она достаточно скользкая, может прям из рук ваших выскочить. И еще показано, что вам потребуется очень активно поработать головой, чтобы придумать, как эту рыбу на сушу вытащить, да, на берег. Не радоваться раньше времени, держать покрепче, да, свой улов и напряженно думать, как ее вытащить. Потому что просто так эта рыба не дастся. Там прям придется, знаете, с бубном плясать, вокруг нее уговаривать, гипнотизировать, чтобы она вышла вместе с вами на берег. Ну, кто хочет хорошо зарабатывать, либо крутую работу, тот постарается, тот себя не пожалеет, и у того получится. Если вы любимая женщина такого мужчины, ну, поддерживайте его, мотивируйте, но не помогайте за него, ничего не делайте, иначе рыба сорвется. Да, мужчина такой расслабится, скажет, ну, типа, я ж не один, вот любимая женщина поможет, и рыба сорвется. Мужчина должен быть один на один с этой рыбой. Ну, рыба — это деньги, доходы, хорошая работа мне идет. Так, еще. Кто-то новый в вашем доме появится. Не могу сказать человек либо животное, потому что здесь и так можно прочитать. У кого-то новый человек в вашу жизнь, в ваш дом войдет, а у кого-то хвостик появится. Кошечка, собачка, может, кто-то другой. Ну, животный мир, он разнообразный. Но тот, кто войдет в ваш дом под самый Новый год, принесет вам много радости. Много счастья вам подарит, будь то человек, будь то животное. Ну, тут совсем мало времени осталось, и вы поймете, о ком речь шла. Дальше вижу, что тот, кто перед вами очень сильно виноват, и кому нет прощения, придет к вам мириться, наберется смелости, ну, может, наглости, но нет, скорее смелости, и придет к вам мириться. Человек, который, возможно, все не осознал до конца, но человек хотел бы положить конец этой вражде, этим конфликтам, поставить одну большую точку. Спорная ситуация, потому что если человек очень сильно перед вами виноват, так просто, конечно, не хочется прощать. Ну, вообще рука не поднимается, да, протягивать ее для того, чтобы пожать друг другу руки. Но с другой стороны, все-таки конец года. Зачем вам в Новый год идти с этой враждой, с этой чернотой в сердце? Зачем вам это? Подумайте, вот на досуге подумайте, готовы ли вы простить? Готовы ли вы обнулиться, да, чтобы год начать с новых программ, а не с вот этой программы вражды? Тем более человек сам инициирует, сам идет к вам и сам делает первый шаг. Да, на лице написано, что человек не до конца осознал. Но с другой стороны, вы же не можете заглянуть в душу, что там в душе творится. И раз человек сам приходит, значит, для этого человека это важно. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.